Рада. Вскрытие рек на территории Республики Саха-Якутия предполагается на 2-5 суток раньше многолетних дат. Ледоход на реке Лена в пределах Ленского и Алекнинского районов ожидается с 5 по 11 мая. Ниже города Алекнинска с 11 по 13 мая. На участке Покров, Якутск, Кангаласы с 14 по 19 мая. У поселка Сангары с 19 по 21 мая. В нижнем течении в последних числах мая. В районе Кисюра в первой пятидневке июня. В первой декаде мая на 5-6 суток раньше норм ожидается ледоход на реке Амга. Во второй на реках Алдан и Вилюй, что раньше норма также от 2 до 5 суток. На реках Яна и Индигирка, Колыма, сроки вскрытия предполагается в третьей декаде мая, близко к средним многолетним датам. В первой декаде июня завершится вскрытие устьевых участков вышеперечисленных рек. Сейчас я дойду. Надо такую передачу на телевидении сделать. На якутском телевидении как раз хороший ведущий был. Максимальные уровни весеннего половодья на реке Лена у реки Алдан, Амга и Колыма ожидаются выше средних многолетних значений на от 50 до 1,5 метров. От 3 сантиметров до 1,5 метров. На реках Яна и Индигирка в пределах незначительно ниже нормы. При образовании заторов льда максимальные уровни могут, конечно, достигнуть критериев опасных отметок. При этом возможен выход воды на пойму и затопление прибрежных населенных пунктов. На Средней Лене заторы наиболее вероятны в пригороде города Якутска, в пределах Намского района, на Нижней Лене, в Кобякском районе и в нижнем течении реки Алдан в пределах Усть-Алданского района. Следует обратить внимание на реку Колыма, где большая перенасыщенность влагой почвенного покрова осенью прошлого года и большая толщина льда, предполагается повышенная водность при прохождении весеннего половодья и превышение критериев опасных отметок у поселка Зырянка и города Среднеколымск. Независимо, будет затор или не будет, потопление данных пунктов прогнозируется. Но если получается заторы все-таки будут, то последствия могут быть печальными. Да. В бассейне реки Алазея также из-за большой осенней увлажненности уровень воды ожидается выше средних многолетних отметок. Но максимум весеннего половодья и летних осенних дождевых паводков не достигнут опасных отметок и уровней прошлого года. На реке Амга также вероятно формирование непродолжительных заторов льда, при этом наивысшие уровни не превысят опасные отметки затопления населенных пунктов. На других участках рек Республики Саха-Якутия вероятность образования заторов льда не превышает 10% обеспеченность. Реально формирование заторов определит характер погоды непосредственно в период вскрытия наших рек. На малых реках в центральной Якутии, в частности в заречных районах, максимум ожидаются около и ниже средних многолетних значений. Приток воды в Вилюйское водохранилище во втором квартале предполагается в пределах нормы. В целях для обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья на реках Якутии в 2019 году за развитием весеннего половодья в зоне ответственности ФКБУ Якутского КМС наблюдения будут вестись на 127 стационарных информационных постах. Также дополнительно планируется организовать порядка 70 временных гидропостов, с которыми уже заключены муниципальными образованиями и муниципальными районами заключены договора на организацию временных гидрологических постов, чтобы можно было отслеживать ситуацию продвижения нашего ледохода. На данный момент организовано уже, тут немножко цифра старая, организовано уже порядка 40 временных гидропостов, остальные находятся в работе. Договора еще некоторые продолжают поступать, и надеюсь, что мы сможем успеть до начала весеннего половодья открыть посты. Дальше. В целях профилактики, еще про пожары, наверное, можно тут сказать. В целях профилактики раннего сгорания лесов в течение всего мая
опасности в лесах будет оцениваться по весенней шкале. Сход снега в лесах по климатическим срокам проходит в центральных и юго-западных районах в первой пятидневке мая. По Вилюю и юго-востоку с 6, с 6 по 9 мая. Сход снега в 2017 году, на что мы, пока у нас год аналог подходит 2017 год, в лесах произошел с 5 по 8, произошел на 5-8 суток раньше нормы. В последние пятидневки апреля уже начался пожароопасный период. И в середине мая достиг высокого класса пожароопасности, это 4. Он был достигнут в юго-западной и в южной части республики. Потом пришедшие дожди снизили этот показатель до 1-2, до 1-2 класса. Активная циклоническая деятельность определила неустойчивую погоду с выпадением сильных осадков последних пятидневки с грозами и ветром, поэтому пожароопасные классы он так сильно унизил. На этом у меня все. Спасибо, Вячеслав. Вот, прямо вас не переживать-то не хотелось. Но, очень много информации, поэтому спасибо. Честно, мне все-таки, я так понял, что больших проблемных мы ожидаем только на Колыме. В какой-то мере, да? Пока ожидаем на Колыме. У нас ранняя весна пришла, это по крайней мере на 2 недели раньше срока. Но для нашей республики все-таки лучше, когда весна затяжная. Да, вот сейчас вот... Мы рискуем оказаться в пожароопасном периоде, более опасном, чем обычно. Не в этом дело. Если будет дружная весна, только может быть вскрытие, лед будет резкое вскрытие, резкое снеготаяние, большой приток воды, лед будет не подготовлен к вскрытию. Что может создать проблему при ледоходе, лед еще будет, скажем так, монолитной формы и будет плохо ломаться. Вот сейчас на смену теплому фронту пришел немножко циклон с низкими температурами, что ночные температуры местами достигают, по крайней мере в пределах города Якутска, достигают до минус 20 градусов. Самое холодное место этой ночью наблюдалось в Лебединском районе. Это были станции, где Маркока, река Марха, Маркока, там было минус 33 градуса. На Яральине было минус 36. Пока у нас и в ближайшее время тепло приходит как раз на Колыну. То есть дневные температуры там могут прогреваться до от плюс 2 до плюс 7 градусов. А ночные температуры опускаться лишь до минус 7, минус 9. А пока до этого там, конечно, стояли небольшие морозы, и ночные температуры там достигали до минус 20 градусов. И у нас сейчас пришло похолодание, и в ближайшую неделю погода будет примерно вот такого. Похолодание для нас хорошо. Да, что, конечно, снизит и процесс снеготаяния снизит. Но и та вода, которая могла бы, допустим, толкнуть тот лед, который будет в период вскрытия, она сейчас просто уходит регулярно и спускается вниз по течению. То есть потом мы будем, когда пойдет это вскрытие, мы будем надеяться только на ту воду, которая придет